Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как сменить руководителя юридического лица. Пусть это будет ТО, АО, ООО, без разницы. Мы заходим через портал электронного правительства и подаем заявку. ЕГОВ.КЗ. Вот мы вошли, теперь категория бизнесу. Выбираем. И развитие, регистрация бизнеса. Далее регистрация и ликвидация бизнеса. С левой стороны вы увидите. Дальше у нас услугу выбираем. То есть, смотрите, показать все и уведомление об изменении руководителя. Заказать услугу онлайн. Вот. Теперь мы выбираем здесь под услугу, то есть назначаем руководителя, который организация не относится к государственному учреждению. И здесь дальше мы данные заполняем, то есть это номер документа, это у нас протокол общего собрания, номер, дату, да, допустим. Вот. Указываем. И указываем имя руководителя уже, который будет председателем либо руководителем. Не старого, а нового. Вот. Сейчас я попыталась это здесь по нулям поставить, но у меня база не пропускает. Свой ИИН укажу. И здесь указываем председателя, который был на собрании, то есть и один и тот же человек. Старого мы не должны указывать, потому что база не пропустит. И дальше ИИН указываем секретаря общего собрания. Вот. И кем будет являться руководитель? Указываем либо исполняющий обязанность, либо руководитель. Ну, дальше данные по руководителю. Гражданин РК, если он гражданин, контактный номер. Далее почту указываем. И здесь мы должны галочки проставить. То есть это кворум собрания, то, что мы согласны на сбор информации, и то, что несем ответственность. Нажимаем «Далее». Шаг второй. Это у нас, смотрите, мы все данные заполнили. Нажимаем «Далее». Друзья, так как это просто инструкция, мы дальше шаги нажимать не будем, потому что мы уже отправим заявку. Вот. До конечного итога мы, в принципе, дошли. Просто подписываем услугу ГОСТ.ГОВ и все. Еще хотелось бы отметить то, что вы, когда будете заходить на портал электронного правительства, вы должны зайти от юридического лица, от ЭЦП юридического лица. Пусть это будет старого руководителя, тем не менее вы от нового руководителя не сможете подать заявку. Как вы смените руководителя, после этого вы меняете свой ЭЦП-ключ. Я думаю, что я смогла доступно вам объяснить, подробно вам показать инструкцию. Если вдруг у вас появятся вопросы, пишите в комментариях, я буду рада вам помочь и ответить на все вопросы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.